Салам алейкум, хурматли милләттәшләр, здравствуйте, уважаемые друзья. Наступил 2024 год. С кратким подведением итогов 2023 года я уже выступил с текстом на своем телеграм-канале, тот самый из Башкорт. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Сейчас, скажем так, хочу через видео немножко донести, что же мы сделали все вместе в 2023 году и что нам предстоит сделать в 2024 году. 2023 год прошел очень такой, был живой, интенсивный, было сделано очень много работы. Сейчас коротко, да, обо всем немножко поподробнее. Начнем с того, что 2023 год начался с обсуждения проекта будущего независимого Башкортостана, который я выложил в конце 2022 года, ну, в последних прям числах. И вот прям 2023 год в январе месяце уже начали бурно обсуждать. Обсуждали по отдельности различные пункты, главы. И сразу скажу, что как таковой особой критики этот проект будущего независимого Башкортостана не встретил. То есть он зашел практически всем. Люди читали, люди спорили, да, были какие-то там пункты, которые им не нравилось, которые предлагали они, да, по-другому немножко решение этого вопроса, там, этой проблемы. Но в общем, проект очень хороший, и он получил оценки от очень многих людей, от очень многих авторитетных людей, как Республики Башкортостан, так и от многих политиков, которым я отправлял, которые видели этот проект и давали свои оценки. Поэтому я скажу, что на сегодняшний момент это пока единственный проект, который реально рабочий. Другого проекта пока никто не смог предложить, такого, ну, детально разработанного, четко поставленного. Поэтому пока нету других проектов, нету конкуренции, будем работать с тем, что есть. Как я сказал, проект, в принципе, достаточно хороший. Это его оценили все. Теперь же, что касается других дел. Уже в феврале месяце 2023 года я по приглашению участвовал в форуме свободных государств пост России в Брюсселе, который прошел в здании Европарламента. Это было прям в первых числах, да, февраля. Прошел в здании парламента, Европарламента, где выступил я достаточно, наверное, так сильной речью. Многие видели мое выступление, оценили его. Я считаю, что оно было достаточно успешное, хорошее выступление. И, конечно же, это было достаточно такой сильный рывок, да, к нашей цели, к нашей независимости Башкортостана. О нас многие узнали, о нас заговорили. Вообще в течение всего 2023 года было много интервью, брали интервью у людей, тех, кто думает, как я, те, кто желает независимости Башкортостана. У меня много брали интервью. Вышло 2 фильма о башкирах, о борьбе башкир с этой империей за свои права, за свои свободы, за свою независимость. О том, как разграбляют Башкирию, Башкортостан наш. Вышел фильм такой. 4 марта 2023 года прошел онлайн-съезд башкир зарубежья. В нем также принимали участие и башкиры с Республики Башкортостан. Но они, скажем так, принимали неофициально, не показывая лица. Этот онлайн-съезд, по итогу этого онлайн-съезда был создан комитет Башкирского национального движения за рубежом. Этот онлайн-съезд принял проект будущего независимого Башкортостана, который был предложен там, все с ним ознакомились. Была принята резолюция и была поставлена задача о том, что Башкирское национальное движение будет идти к независимости Республики Башкортостан, что мы окончательно рвем
с этой страной под названием Россия, с этой империей, и ставим перед собой цель идти к независимости Башкортостана, добиться независимости. Был создан комитет Башкирского национального движения за рубежом, был создан исполнительный комитет, в который вошли несколько людей, которые сейчас работают. Поэтому я считаю, что работа идет достаточно успешно. Самое главное, что произошло, я считаю, это то, что жители Республики Башкортостан, и в первую очередь башкиры, начали говорить о независимости. В мыслях засела, в мозгах засела мысль, что Башкортостан может быть независим. И мы старались обосновать это фактами, примерами, экономическими примерами о том, что Башкортостан это государство, которое может жить самодостаточно, без Москвы, без окриков Москвы, без оглядки на Москву, что мы можем сами жить для себя, для своих граждан. О Башкортостане, как еще раз говорю, много говорили, много писали, писали о башкирском национальном движении. Даже такой факт, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников сам лично обращался к башкирам с воззванием не участвовать в войне. Это говорит о том, что нас видят, нас ценят как народ, который доказал за века истории, что мы боролись всегда за свои права, что для нас свобода это не пустой звук. И сегодня, когда мы четко поставили цель о независимости Башкортостана, такого еще не было в истории, когда было в 18 веке, в начале 18 века, да, когда Алдар Батыр ставил свою цель независимости Башкортостана. Тогда они проиграли, конечно же. Но в последующем такую цель не ставил никто. Даже Заки Валиди, который создал республику Башкортостан, первую Башкирскую республику, они ставили цель находиться в составе федеративной России, Российской Республики. Мы же ставим перед собой цель полная независимость. Нам уже не нужна никакая федерация, никакая конфедерация нам не нужна. Мы не хотим быть в союзе ни с кем, ни в экономическом, ни в каком-либо другом. Мы хотим независимость Башкортостана, развиваться самодостаточно, независимо ни от кого. И уже после того, как мы твердо и плотно встанем на ноги, будем экономически сильным государством, с устойчивой экономикой, со стабильным ростом населения, со стабильным ростом экономики. После этого уже можно будет думать о каких-то там союзах внеблоковых, военных союзах и так далее. Пока же нам нужна только независимость. Не трогайте нас, мы никого не будем трогать, мы будем развиваться мирно, дружно и будем работать над благосостоянием жителей Республики Башкортостан, вне зависимости, еще раз повторю, от национальности, вне зависимости от вероисповедания. Еще раз повторю, что основное, скажем, главное достижение того, что произошло за 2023 год, это то, что о независимости начал говорить простой народ. Когда я поднял тему независимости Башкортостана в 2022 году, многие встретили эту идею со смехом, со скепсисом, с недоверием. Многие говорили, что это невозможно. Однако весь год, еще раз говорю, мы работали над этим, весь наш комитет работал над этим. Мы убеждали, что это возможно. Как это будет происходить, мы отвечали на вопросы. Мы говорили о том, что Республика Башкортостан сможет стать независимым государством только тогда, когда развалится вся Россия. Развалится на десятки независимых государств. И тогда Республика Башкортостан, конечно же, как одно из этих государств, сможет развиваться. У нас есть для этого все. У нас есть огромные запасы природных ресурсов. У нас есть мощная промышленность, как тяжелая, так и легкая промышленность. У нас есть большое население.
образованное население, в принципе. Мы географически расположены в очень удобном месте. Часть нашей республики находится в Европе, часть нашей республики находится в Азии. Рядом с нами вся Средняя Азия, с которой можно будет торговать. Через нас идут огромные потоки грузоперевозок, что, конечно же, будет приносить прибыль нашей республике. Поэтому у нас все есть для того, чтобы жить самодостаточно. И в конце года наши экономисты, я считаю, что на очень хорошем, на четком примере показали, что если оставлять доходы всех сегодняшних предприятий, которые работают в Республике Башкортостан, а там даже указаны были не все предприятия, только те, которые самые основные. Так вот, даже эти предприятия, собрав все доходы, единый валовый региональный продукт, да, такой, доход на душу населения будет сопоставим с такими странами, как Хорватия, Португалия. Это очень, в принципе, достаточно развитые страны, которые успешно развиваются, и их жители живут достаточно хорошо. Да, конечно же, это не Швейцария, это не Великобритания и не США, но сейчас мы живем хуже многих-многих стран. Конечно же, хуже, чем Португалия, хуже, чем Хорватия. Одно то, что мы будем независимыми, что мы будем жить для себя, это я же даже еще я говорю о том, что сегодня мы имеем на данный момент. А если мы станем независимым государством, если мы сможем привлечь инвестиции, если в нас поверят, как в демократическое государство, которое может развиваться, если мы войдем в семью цивилизованных стран, конечно же, мы повысим свой уровень доходов, повысим благосостояние всей республики. Наш экономический потенциал будет расти. Поэтому, видя то, что наши слова заходят населению, население начинает думать, думающее население начинает верить в мечту о независимости Башкортостана, сегодняшнее правительство Гауляйтера Хабирова, путинский режим, чекисты начали бить по нам, считая нас, меня в первую очередь, конечно же, практически врагом номер один. Я говорю в пределах Республики Башкортостан. Были заблокированы в конце года, в ноябре месяце были заблокированы мои телеграм-каналы. Не только мои, были заблокированы еще и другие телеграм-каналы, в том числе и крупнейший телеграм-канал Куштау Онлайн. Был заблокирован мой телеграм-канал, тот самый из Башкорт, Башнацполит. Тем самым был, скажем, такой нанесен достаточно серьезный удар. Но я сумел восстановить канал. Старый не восстановил. Я сумел создать новый канал, восстановить число подписчиков. И сегодня продолжаю успешно работать. Ну и уже в конце ноября был нанесен еще один удар по мне. Посадили моего брата. Хотя уже в течение года они завели на меня 2 уголовных дела. Меня объявили федеральный и международный розыск. Но я это, скажем так, не сильно ощущал и не сильно придавал этому значения. Но вот уже арест моего брата, конечно же, немного выбил меня из колеи. Но сейчас я оправился, и я буду с удвоенной силой работать над тем, чтобы эта страна, это недогосударство развалилось как можно быстрее. Потому что я понимаю, что только с развалом России мой брат выйдет на свободу. Даже если я вернулся бы, никто, конечно же, бы его не выпустил. Ему сейчас инкриминируют очень серьезную и очень тяжелую статью, которая идет от 7 до 15 лет. И по такой статье, конечно же, никого не выпускают. Поэтому арест моего брата, родного брата, Рустама Фараридинова, только удвоит мои силы для того, чтобы развалить эту Россию как можно быстрее. И чтобы власть, как в России, вообще исчезла, так и в Республике Башкортостан, чтобы наконец-то пришли нормальные демократические силы, чтобы все политзаключенные были на свободе,
чтобы Республика Башкортостан стала независимым государством. А все те гауляйтеры, манкурты, предатели, куштаны, которые работали и работают на сегодняшний момент на этот режим, которые идут против простого народа, которые сажают людей, заводят на них дела, уголовные дела, фальсифицируют вот эти уголовные дела, которые делают очень много зла. Все они, конечно же, понесут наказание. Никто не сбежит. Есть списки, мы составляем списки всех тех людей, кто э, несет зло, кто участвует в этой войне, кто пропагандирует эту войну, кто отправляет людей умирать. Я напомню, что Республика Башкортостан занимает стабильное на сегодняшний момент третье место по России по количеству убитых, занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству убитых на войне в Украине. И, к сожалению, Хабиров делает все для того, чтобы это количество увеличилось. Больше несколько сот человек находятся в плену. В плену многие из них находятся в плену с первых дней войны. Из Башкортостана я имею в виду. Поэтому это серьезнейший удар и по населению Республики Башкортостан, по нашей демографии, по башкирскому народу. Мы, конечно же, это не простим Хабирову. Человек этот будет осужден. И я думаю, что свои дни он закончит в тюрьме. Это в лучшем случае для него. Ну и все, кто сейчас ему помогает, все из его команды то же самое. И Назаров, и Бадранов, и Кельсинбаев, и Абдрахманов и так далее. Поэтому 2024 год мы приступаем с удвоенной силой. Сейчас мы работаем над сайтом. У нас появится скоро сайт, где будет вся информация, будет много видео, будет много полезных статей. Будем работать, будем еще больше привлекать людей в наши ряды. Я рад, что уже много людей поверило в независимость Башкортостана. Сейчас же я призываю вас всех начинать действовать. Одной веры этого мало. Я считаю, что вы люди, которые поверили в независимость Башкортостана, которые считают, что Башкортостан, независимый Башкортостан, наша независимая республика, это единственное то, что сможет спасти нас. Нужно действовать начинать. Нужно пытаться убедить своих родных, своих близких, своих друзей, надежных, конечно же, те, кто вас не сдадут, что независимость Башкортостана – это то, что нам нужно. Убеждайте их, говорите им об этом, приводите им факты. Можно начинать там расклеивать листовки, можно пытаться создавать какие-то программы, помогать нам, финансово помогать можно. Я никого не заставляю, я призываю в зависимости от от того, что вы можете сделать, помогайте. Помогайте максимально нам всем, чтобы приблизить крах России и независимость Башкортостана. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, пересылайте видео, пишите комментарии, подписывайтесь на мой Telegram канал, тот самый из Башкорт, распространяйте его. Все у нас будет. Я считаю, что я даю максимум 5 лет всему этому режиму, это максимум. Чем хорошо, что я считаю, что хорошо, что он не развалился, этот режим в прошлом году, хотя были все предпосылки там с этим путчем Пригожина, потому что народ был еще не готов наш. И он, скорее всего, вновь побежал бы там договариваться с Москвой, и многие у нас, много имперски мыслящих людей еще, которые не осознали были. Сегодня это меняется, сознание в людях меняется, люди видят, что Россию трясет, экономически трясет, инфляция огромная, цены растут, как бешеные, на ЖКХ цены растут, на бензин цены растут, люди умирают очень много, война, не видно ей конца и края, и люди понимают, что эта страна обречена, что ничего хорошего, даже если вот представьте, что там Путин сможет как-то убедить, заключить мир Украину, там, принудить ее к миру. Конечно, победить он точно не сможет.
и что это ничего не принесет для России хорошего. Люди будут жить еще хуже, как жили до начала войны. И а, наша страна, Россия, точнее уже это не моя страна, Россия деградирует с огромной скоростью, и все экономисты предрекают ей очень тяжелую жизнь. Поэтому для того, чтобы закончить эту агонию, закончить это болото, единственное, что можно сделать, это развалить Россию как можно быстрее, чтобы люди через себя прочувствовали, вот нужно еще время, чтобы люди через себя прочувствовали то, что умирают их родные, близкие на войне, что их зарплат не хватает обеспечить свою семью всем необходимым, что с них дерут огромные деньги, налоги за все. Вот это люди должны понять и осознать, что в этой стране дальше жить нельзя, что Республика Башкортостан сможет жить сама для себя, для своих граждан, мирно, богато, достойно. И чтобы все другие страны признавали нас как независимое государство, чтобы мы могли путешествовать по всему миру, чтобы мы могли торговать со всем миром, чтобы к нам могли приезжать люди со всего мира. Поэтому давайте в эту сторону работать, друзья. На этом все. Сейчас буду стараться почаще выпускать видео. Буду работать с прежними силами, даже с удвоенными силами, за себя и за брата. Хау булыңыз, хөрмәтле милләттәшләр. Очрашуга тиклем. Всего хорошего.